Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вам такую тему отсыпки. Звучит она так. Что тайное совсем скоро станет явным? Что вам откроется о будущем? Мои дорогие, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и задайте такой вопрос. Что тайное скоро откроется? И что мне нужно узнать о моем будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что тайное станет явным. Что же тайное станет скоро, совсем скоро явным? Что тайное станет явным? Так, ну что, мои дорогие, сразу начну я с такого момента, что здесь змея, и совсем скоро вы узнаете своего врага, просто узнаете в лицо, кто-то уже догадывается, кто-то уже понимает, но этот человек, он проявит себя просто, знаете, как выдаст с головой, да, как-то глупо, как-то неосмотрительно, и знаете, тут даже другая ситуация. Я вижу, как будто бы при помощи высших сил Вселенной вам открывают глаза. Просто, знаете, вот прям пальцем скажут, вот, смотри, это она, либо это он. То есть человек уже какой-то вообще обнаглевший в край, ничего не боится, ничего за собой не чувствует и прям в наглую будет творить какое-то беззаконие, понимаете? И вы его остановите, либо ее остановите. Просто, знаете, как по рукам дадите, скажете, вот нельзя. Вот так делать нельзя. Это нечестно, несправедливо. И с нами, со мной, с моей семьей, с моими близкими не смей, а то будешь наказан, либо наказана. Вот такой момент произойдет. Слушайте, человек вредитель. Человек вредил вам очень давно, планомерно, злонамеренно, целенаправленно. Человек, который завидовал вам во всем и всегда, постоянно. Человек, который прикидывался другом, хорошим другом, товарищем, даже какие-то советы идиотские давали. Вы чувствовали, что-то запашок есть от этого, да, неприятный. Но вы добрый человек, вы открытый человек, и вы всегда гнали от себя эти негативные мысли. А вами пользовались открыто, без зазрения совести. Тут, кстати, и откачка есть энергетики, может, даже и подворовывали по ресурсам. То есть вы проверьте то, что у вас дома есть. Если этот человек был вхож в ваш дом, мог даже что-то и зацепить. Вот такой момент есть. Так, следующее, что я хочу сказать. Здесь что станет у вас явным? Станет явным, что то место, где вы находитесь сейчас, вот работаете, живете, оно не совсем ваше, оно вам энергетически не подходит. Вы чувствуете себя там плохо. Вот знаете, вот упадок сил, выжатый лимон. Я не понимаю, что со мной происходит. Там спина болит, шея там хрустит, руки немеют. Я сплю, не высыпаюсь, я там переедаю все равно чувство там голода, либо наоборот там постоянное какое-то вот чувство там перенасыщения, да, человека просто может там мутить по простонародью, да, в доме там споры, скандалы, ссоры, на работе постоянный какой-то негатив в вашу сторону, не ценят, не платят, даже спасибо не говорят. Слушайте, вот энергетически это не ваши места. Что происходит? Вас высшие силы таким путем выталкивают из этого, скажем так, проклятого места, извините за слово, в новую счастливую жизнь. То есть вы где-то уже засиделись, застоялись. Вот корни, которые вы пустили, они как будто бы гниют, понимаете? И от этого плохо. То есть да, там есть дождик поливает, да, но корни гниют, то есть это не поможет. Да, нужно пересаживать это дерево
пересаживать это растение. Вы как вот это прекрасное растение, которое чахнет. Понимаете, каждый день вы чахнете изо дня в день. Что нужно делать? Во-первых, нужно менять локацию, обязательно менять локацию, если это касается работы. Если такая ситуация, что поменять невозможно, особенно там место жительства, да, потому что квартирный вопрос, он, наверное, самый сложный вопрос, то нужно делать чистки. Чистите свой дом обязательно. Я рекомендую делать чистки с солью, просто вот прям вымойте все. Вот если есть возможность, все солью помойте. Если нет возможности, если, ну понятно, да, все мы живем разным ритмом, возьмите вот эту штучку, господи, я даже сейчас не скажу, простите, пшикалку такую, знаете, вот когда на цветы пшикаешь, она на букву П называется, что-то вот у меня прям вылетело, как она называется. Налейте туда водички, растворите там соль, обычную соль, поваренную, любую, там, морскую, какая у вас есть, сколько надо, там буквально ложечку, и просто попрыскаете везде в доме вот этой соленой водичкой, да, чтобы сам воздух в вашем доме пропитался этой солью. Но по возможности старайтесь поменять локацию, хотя бы на время, да, вот. Выезжайте куда-нибудь, выходите из дома почаще, то есть проветривайте свой дом. Вот у многих там просто, знаете, вот такая вот сжатая плохая энергия скопилась. Нужно чистить, а по возможности, еще раз говорю, да, куда-нибудь там переехать, уехать, поменять локацию. И жизнь будет ваша налаживаться. У вас, кстати, могут быть бессонницы, у вас могут быть плохие сны, непонятные сны, беспокойное вот состояние ночью. Это потому, что вот энергетика сложная, энергетика давит, и, ну, но как человека сподвигнуть на действие, да, его нужно выталкивать. Вот, так что, мои дорогие, обращайте на это внимание. Это у вас, кстати, скоро откроется. Следующий момент. Тайное. Здесь по тайному я вижу, ну, не знаю, тут человек, который вам мешает, по жизни мешает. Этот человек, он... не знаю, он вашему, например, партнеру, либо кому-то из вашей семьи о вас какие-то гадости говорит. Может быть, советы какие-то идиотские дает, извините за слово. Но вот мешает, реально мешает. И этот человек, он уйдет из вашей жизни. Ну, даже не из вашей жизни, а из жизни вот вашего близкого, да, на кого он влияет. То есть тут момент такой ухода и облегчение. Вот неожиданно, знаете, в жизни все начнет меняться, вы подумаете, блин, а что случилось? А на самом деле этого человека убрали, который вам вредил. То есть этого человека куда-то в другую сторону от вас отводят. Почему? Да потому что уже пришло время. Знаете, тут у вас как будто бы шло испытание на вашу прочность, на вашу выдержку. Знаете, вот еще момент, у вас улучшится настроение, у вас уйдут какие-то моменты раздражения из вашей жизни. Вот, и... честно скажу, вот кто-то прямо о себе позаботится, вот прям захочется и позаботиться, и все. Здесь еще идет такая ситуация, вот как кого-то в семье, в доме постоянно как будто будет такая тяжелая атмосфера вот между близкими людьми. Какое-то недопонимание, какие-то секреты, тайны, может быть, споры, ссоры. Такое что-то происходит, да, мутное и непонятное. Смотрите, во-первых, еще раз говорю, да, есть человек, который влияет на всю эту ситуацию. В доме очень плохая энергетика, которую нужно кровь из носа чистить. И вы, мои дорогие, тоже проходите свой урок, который, ну, позволяет вам, скажем так, научиться более быть сдержанным, выдержанным человеком и бурно не реагировать на, ну, скажем так, негативные моменты и на негативных людей, ну, вернее, на негатив близких людей. Вот, то есть, когда вас там, скажем, задевают, да, ваш там, ну, мужчина, либо дети могут задевать, там, родители, вы терпите, вы просто молчите. И человек смотрит на вас, думает, господи, да она же святая, просто святая. Понимаете, вот такой момент уже происходит. Но честно скажу, вот как-то, знаете, вот прям связали вас по рукам и ногам, очень много негатива к вам подокралось с разных сторон, да, и с улицы, и в доме, и вообще вот как-то все давит. И понимаете, и чувствуете вы себя из-за этого плохо. Здесь нужно, конечно же, это убрать и проработать. Смотрите, святая вода тоже в помощь. Идете в храм, покупаете эту водичку, там побрызгались, поумывались. Деток своих то же самое умывайте, подолом своим вытираете. Очень-очень хорошо помогает.
свечи в храме купите, зажгите их дома, пусть погорят, пусть энергетику почистят. Мне очень не нравится то, что происходит у вас в доме и на работе. На работе, понятно, да, вас работа тоже выталкивает, потому что работа какая-то такая, знаете, ну, не ценят, не любят, и вам там тяжело, атмосфера тяжелая. То есть там тоже негатив накопился, там очень много зависти на вас идет, потому что вы человек талантливый, вы человек работящий, рукастый, да, мастер своего дела, но раскрыться вам не дают, понимаете, не дают раскрыться. С одной стороны, все везде давят, непонятно, зачем раскрываться, перед кем, да, ради чего. А с другой стороны, настолько вот вам тяжело, что ну, даже у вас мысли не возникает, что вот я там покажу, да, что могу. И так могу, и вот так могу, да, вот нету такой мысли. А на работе, понятно, да, либо уходите, либо если нет возможности, то то же самое, понимаете, прыскайте там везде водичкой, да, в том помещении, где находитесь, соленой водичкой, либо святой водичкой. Свое рабочее место тоже, знаете, вот посыпьте, вернее, не посыпьте, а если вы работаете в офисе, возьмите на салфеточку соль насыпьте, и пусть там полежит 24 часа. Если работаете где-нибудь там на производстве, мало ли там, да, то там, где сидите, либо где стоите по большей части, тоже вот постарайтесь на свое именно рабочее место вот положить соль на 24 часа, да, чтобы она в себя негатив питала. После 24 часов просто возьмите эту бумажечку, да, и в унитаз смойте, и пусть она вот с этим негативом идет подальше. Но а так в целом я вижу, что просто высшие силы хотят, чтобы вы росли над собой, росли финансово, и ваше место не в этом месте, не в этой компании, не на этой работе. Вам нужно, может быть, чему-то подучиться, как-то себя апгрейдить, как-то себя усовершенствовать, да, и идти вперед к новым достижениям. У многих, кстати, в будущем, вот то, что скрыто от вас, да, о вашем будущем. У вас маячит свой собственный успешный бизнес. Мои дорогие, вы сейчас намучаетесь, настрадаетесь, а потом в будущем, когда вы станете бизнес-вумен, да, бизнесменом, вы будете лучше относиться к своим сотрудникам. Поверьте, вот такая наука вам идет. Но само предсказание хорошее. Понимаете, сейчас, ну, вот даже так, да, вот они два рисунка. Это вы. Может, кому-то покажутся мои слова обидными, но я заранее прошу прощения. Я просто буду говорить то, что я вижу. И ну, обозначать, да, вот это вы, вот такая вот преданная собака, да, которая вот побил хозяин. Вот вы на работе, в доме, вы чувствуете себя именно так. Я прошу прощения за слово собака, но вот оно идет, видите, вот это образ именно такой преданной собачки, которая вот лежит постоянно, да, смотрит на этого деспота хозяина, который ее постоянно пинает, обзывает, там, недокармливает, недолюбливает, да, вот этот момент. Кем вы должны стать в будущем по итогу? Вот, смотрите, прекрасная львица, львица, да, которая, ну, умеет за себя постоять, не только за себя, но и за свой прайд, за своих близких, да, и отстоять свое место под солнцем. Вы должны занять свое место. Понимаете? В этой жизни вы должны занять свое место. Это ваше будущее. Вот эта вся ситуация, она ведет вас к этому моменту, чтобы вы почувствовали в себе энергию прям льва, хищника, царя зверей. Да? То есть вот настолько у вас должно проявиться это желание жить, творить и двигаться вперед. И, конечно же, перед вами откроются все возможности и все двери в будущем, когда вы дойдете до этого состояния. Вот как долго вы будете позволять себе находиться в том положении преданного, доброго друга, да, столько будет у вас длиться эта неприятность. Как только вы почувствуете, что все, хватит с меня, во мне просыпается сила зверя, да, настолько быстро поменяется ваша жизнь, ваша судьба и ваше будущее. В целом, мне предсказание очень понравилось. Мне очень жаль, что вам сейчас, мои дорогие, очень тяжело. Но еще раз говорю, все зависит от вас и от вашего восприятия этой жизни. Пожалуйста, меняйтесь. Понимайте, что сейчас у нас время перемен наступает. Тут у нас и Юпитер, и год сложный закончился. Да? Поэтому понимайте, что все самое лучшее у вас впереди. Пожалуйста, ничего не бойтесь, смелее идите вперед, и все будет у вас замечательно. На этом все. Мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.